Две официальные версии происхождения слова «кыргыз». Первая версия самая распространенная и логичная. «Кырк» — это 40, «агыс» или «агус» — древний суффикс множественного числа передает значение «племя» и «объединение племен». Когда-то давно 40 отдельных родов объединились в один народ кыргызов. Говорят, это произошло под руководством великого вождя. Кто-то называет Манаса, кто-то говорит о более ранних эпохах. Но суть одна — объединение. И вот отсюда пошло название «кыргыз» — 40 племен, собранные под одним тюндюком. Это уже не просто слово, это часть идентичности, государственный символ. Во второй версии слово «кыргыз» происходит от корня «кыргын», что по смыслу бойня, кровопролитие, война. Отсюда слово «кырылгыз», то есть неуничтожаемые, невозможные к истреблению. Кыргызы — это народ, который пережил огромные бедствия, прошел через страшные войны, но не исчез. Они выжили там, где другие народы могли просто раствориться в истории. И в этом значении «кыргыз» означает не просто имя, а состояние, несгибаемость, упорство, стойкость. Ученые считают, что эта версия даже ближе к истине, потому что сам этноним «кыргыз» встречается еще в древних китайских источниках. Но суть остается одна – кыргыз – это не просто название, это имя народа, который не сломался, не сдался и не исчез, объединенный и непобедимый. Он прошел сквозь века, войны и распад империй и остался стоять. Кыргыз – это народ, который невозможно уничтожить.